Сунжа – центр города. Здесь вы не увидите ни одного контейнера. Мусор у жильцов забирает машина, но только у тех, кто заплатил. На систему пакетов здесь перешли в этом году. Казалось бы, идея благая, но на деле теперь от отходов избавляются просто. Оставляют во дворах или на обочинах дорог. До полигона, как правило, не довозят мусор разбросом буквально повсюду. И эта проблема с каждым брошенным пакетом приобретает все большие масштабы. Не помогают ни предупреждающие знаки, ни камеры наблюдения. Огромное количество жалоб и граждан, и приезжих людей. Почему такие картины у нас часто бывают и на центральных улицах. У нас в данный момент мы находимся перед зданием администрации города Сунжа. Это центральная улица у нас. Мусор должны были у нас увезти в воскресенье, если не ошибаюсь. Сегодня у нас уже среда. Сегодня должны опять мусор вывезти, но на сегодняшний день такая картина у нас. Впрочем, мусорят у себя под носом сами горожане. Оставлять по дороге на работу накопившиеся дома отходы стало в порядке вещей. Мусор лежит как будто так и должно быть. Пройдите по улице, центральной улице, еще дахач куча, яхач куча, масна с базари. Тянихи нах, что аутеж. Раньше за сбор и транспортировку мусора в городе отвечали работники ЖКХ, но сейчас обязанность полностью легла на управляющую компанию «Экосистема» как единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Именно они должны следить за тем, чтобы весь мусор свозился на полигон, а не скапливался у ближайшей обочины. Когда мы говорим, почему вы не забираете, они мотивируют тем, что у них люди нам не платят. Но это же не значит, что если им не платят, там, что должны другие страдать из-за этого. Есть судебные инстанции. На это есть какие-то мероприятия надо проводить, которые необходимы для того, чтобы люди платили, правильно? Заключайте с ними договор. В соответствии с договором вы можете забрать эти денежные средства с ним. Мы и так поступали раньше. Когда мусор находился, в ЖКХ находился. Действительно ли оператор не справляется со своими обязанностями или жители не хотят платить за сбор мусора? К слову, чистое удовольствие стоит 450 рублей. Как объясняют в контролирующей компании, сумма платежа поднялась из-за того, что мусор вывозится не на свалку, как раньше, а на специальный полигон, где созданы все условия для безопасной утилизации отходов. Так из-за чьей же нерадивости и по какой причине не соблюдаются санитарные нормы? Вопрос, который стоит острее всего. Обязанность регионального оператора – это забрать твердые коммунальные отходы с места накопления, именно с места накопления твердых коммунальных отходов на полигон и уже на дальнейшем на полигоне их утилизировать. Навалы, где отсутствуют контейнерные площадки, где отсутствуют баки мусорные, с этими местами, где образовались больше куба мусора, мы будем уведомлять собственника земельного участка, чтобы ликвидировал данное место. Если в случае в течение недели эти навалы не будут собственником земельного участка не устранены, мы будем эти навалы убирать сами и выставлять счет уже на собственника земельного участка. В данном случае навалы, которые вы видели, это из-за того, что отсутствуют в этих местах, эти места вообще не предназначены для накопления отходов, потому что там нет ни мусорных площадок, ни баков. Такая картина наблюдается не только в Сунже. Улица Карабулака также стали местом сбора отходов. Мусора здесь хоть тележками увози. Некоторые жители оставляют пакеты возле домов, но чаще всего он складируется в местах общего пользования, что совсем не придает эстетического вида. Администрация постаралась сделать все хорошо, чтобы было красиво для нас, удобно, чтобы мы походили по-чистому. Такого порядка здесь никогда не было. Только вот его навели. И как можно терпеть такое безобразие? Это же просто неуважение и к людям, и к самим себе. Схема «не нашел мусорный бак, бросил» обычно заканчивается административной ответственностью. Выброшенный там, где вздумается пакет, обойдется нарушителю в кругленькую сумму, напоминают местные власти. С Министерством природных ресурсов и экологии и участковых оперуполномоченных утвержден уже план, график совместных мероприятий по выявлению тех лиц, которые незаконно оставляют твердые бытовые отходы свои, по привлечению их к административной ответственности. В данном направлении у нас работа тоже ведется, но работа только начинает свой механизм.
Я думаю, в ближайшее время данные погрешности мы сможем устранить. Также нами ведется работа по доведению информации до населения о необходимости заключения договоров с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов. С 1 января мы планируем полностью ввести новую систему обращения с отходами. Мы надеемся, что вся работа с заключением договора будет закончена и все будет действовать цивилизованно. Те, кто, естественно, откажутся заключать там договоры, откажутся работать по новой системе, вот в отношении этих людей, этих организаций, индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафные санкции. То есть для юридических лиц это минимум 100 тысяч рублей, для должностных лиц это 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей также 10 тысяч рублей минимум, я говорю, максимум там гораздо больше. И для частных лиц это от 1000 до 2000 рублей. Если мы говорим о том, что от домовладения вывоз отходов стоит 300 рублей, да, раз в месяц получать штраф в 1000 рублей, это гораздо дороже выходит. Выставлять мусор в отведенных для этого контейнерах для того, чтобы его забирали специальные службы, это и есть цивилизованное обращение с твердыми и бытовыми отходами. Ну а для того, чтобы в квитанции об оплате у всех жителей республики появилась еще одна строчка «Вывоз мусора», нужно время. Но, как обещают в Министерстве экономики и местные власти, это будет самая приоритетная задача на ближайшее время. Жарадат Хулухоева, Мербек Мержоев, Магомед Даскиев, Новости 24.